счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои, утверждал известный художник-философ Николай Рерих. Еще более загадочно и интригующе звучат слова его соратницы и жены Елены Рерих, в 1933 году получившей информацию от Махатм и содержащуюся в ее письмах. Среди аланов пробуждайте сознание, что Кавказ есть третья вершина будущей эры. Пусть помнят, что их горы хранят талисман братства, что Кавказ несет в себе единую великую мечту огня. Почитание огненного мира можно находить среди еще неизвестных вершин. Аланы пусть помнят мое водительство, когда часть камня была заложена, чтобы в сужденный срок засиял магнит третьей вершины. Приведем и слова францисканского монаха Ранью Неро, который еще в XIV веке предрекал: «Религия огня и солнца в 21 веке познает победное шествие». А вот пророчество знаменитого средневекового врача и алхимика Парацельса, жившего в XV веке. Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. У них будет 3 падения и 3 возвышения. В этой самой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может случиться что-то великое, над униженными и отринутыми воссияет божественный свет с горы Гипербореев, и его увидят все жители земли.